Переехав на правый берег реки, мы очутились на ингушской земле. Прямо над нами стояли горы угрюмыми буграми, сходившие к реке. Эти строки были написаны осетинским писателем Хаджи Муратом Мугуевым в августе 1930 года, когда он пересекал реку Терек. Несмотря на предубеждения и опасения, внушенные ему соплеменниками по отношению к ингушам, Мугуев предпринял исследовательскую экспедицию в Ингушетию. В одной из глав своего очерка он описывает события гражданской войны и обстоятельства, ей предшествовавшие. 3 года гражданской войны на Кавказе, когда малочисленные, героические ингуши попеременно сражались то с казаками, то с осетинами, то с проходившими с фронтов эшелонами, окончательно подорвали слабые, едва сохранившиеся ресурсы народного хозяйства. Отражая атаки врага, превосходившего их числом в 10 ингуши теряли цвет своего племени, заливая кровью юности родные поля. После ряда ожесточенных боев были взяты и сожжены артиллерией добровольцев аулы Икажева, Сурхахи, Далакова и Кантышева. Бои шли по всей Ингушетии. Казалось, вернулись времена Шамиля. А жили легендарные герои старины. Даже муллы с Кораном и шашкой в руках шли впереди рядовых бойцов. Немало ингушей полегло в боях с добровольцами, защищая свой народ. После поражения белогвардейских войск Мугуев подвел исторический итог происходившему. Острый казачий клин, ловко вбитый в самое сердце Ингушетии, отдал лучшие посевные и пастбищные места их вековечным врагам – казакам. Прошло 60 лет. Декретом советской власти в августе 1920 года 4 казачьи станицы были переселены обратно за Терек по линии Пятигорского отдела, а старые исконно ингушские аулы долины Ангушты вновь заселили своими законными хозяевами – ингушами.